эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Федеральные субсидии Якутии вырастут почти на 12 миллиардов рублей в 2022 году. Универсальные производственные здания для резидентов ТОР Якутия введут в эксплуатацию в декабре. Республика кино. В Якутске стартовал первый республиканский фестиваль короткометражных фильмов. Глава Якутии Айсан Николаев дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка добра». Любой житель республики может порадовать детей новогодними подарками. Белая медведица Харчана отметила свой день рождения. Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали видео, в котором показали, как поздравили именинницу. $112 миллиардов рублей – таков бюджет участия республики в государственных программах Российской Федерации на следующий год. Эта сумма рассчитана на дотации по выравниванию республиканского бюджета, повышение заработной платы бюджетникам, субвенции и многое другое. Так, в следующем году только федеральные субсидии Якутии вырастут на 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Это в первую очередь касается всех социальных выплат в области образования, здравоохранения, поддержки пожилого населения. В частности, наибольший объем субсидий приходится на единовременные выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор», реализацию паллиативной медицинской помощи, выплаты педагогам, переезжающим в села. Все недочеты в построенных домах села Бясь-Кёль горного района решают сразу же после обращения жителей. Но нареканий практически нет. Специалисты службы госзаказчика и Минстроя республики даже спустя 1,5 месяца после сдачи всех зданий контролируют, как ведут себя объекты в суровых погодных условиях. Сегодня на пресс-конференции министр строительства Павел Колотчанов подвел итоги реализации масштабного проекта восстановления села после пожара. Напомним, 7 августа огонь уничтожил более 30 жилых домов и хозяйственные постройки. В течение 2,5 месяцев по поручению главы Айсена Николаева и благодаря слаженной работе оперативного штаба удалось с нуля возвести 34 дома и большой животноводческий комплекс. В планах построить в Бясь-Кёле школу и многофункциональный центр. В целом я очень рад за новоселов, потому что, как все отмечают, даже те, которые не строители, далеки от строительства, то что дома получились очень комфортные, очень теплые, уютные. Ну и в целом, на наш взгляд, вот этот микрорайон, он такой образцово-показательный. Как строители мы с селом Бясь-Кёль не прощаемся, для нас работа только начинается, и вот эти дома — это вот первые объекты, которые мы там построили. Надеемся, что в ближайшие годы мы построим там и школу, и второй социальный объект. Торгово-промышленная палата республики отмечает 30-летие. В рамках этого сегодня состоялось торжественное мероприятие с участием ветеранов организации и тех, кто внес и вносит свой неоценимый вклад в поддержку бизнес-сообщества и предпринимательской деятельности в регионе. Отметим, что торгово-промышленная палата – это не государственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных законом республики. Сегодня они объединяют более 400 предприятий различных форм собственности, имеющих свыше 100 тысяч рабочих мест. За 30-летнюю работу палата стала площадкой, на которой представители бизнеса находят решения трудовых, инфраструктурных, нередко и законодательных проблем. Ну, планы у нас огромные, и несмотря на те ограничения, которые существуют в мире, в стране и в республике, связанные с пандемией коронавируса, тем не менее бизнес активно развивается. Есть цифры, есть статистика, которая об этом говорит. Многие предприниматели, чей бизнес, как говорится, не выдержал испытания пандемии, меняют направление своей деятельности, но тем не менее остаются в бизнесе, развиваются, и наша задача всячески им в этом помогать. То есть, допустим, торговля уходит в онлайн, очень многие предприятия начинают ориентироваться на экспорт своей продукции. И здесь мы им как раз и будем помощниками в дальнейшем. Но кроме этого, я хочу сказать, что дни торгово-промышленной палаты, которые мы спланировали в честь нашего юбилея, они не ограничатся только сегодняшним торжественным заседанием. Кроме этого, у нас запланированы выезды в улусы республики, где мы встретимся с предпринимателями, посетим предприятия, которые возглавляют предприниматели, члены нашей палаты, поработаем с координационными советами при главах улусов.
Помочь предпринимателям реализовать свой бизнес, предоставить условия для развития и создания новых рабочих мест. Резиденты территории опережающего развития Якутии вскоре смогут на льготных условиях арендовать помещения для своих компаний и начать полноценную работу. Как стать резидентом ТОР и какие в этом преимущества, знает Мадина Халикова. Это предприятие по изготовлению котлов длительного горения успешно работает с 2016 года. Производство полного цикла. Благодаря этому удалось трудоустроить 16 человек. Но это не предел, в планах развиваться и расти, ведь эти котлы популярны не только в Якутии. Закупают их и в Иркутске, Новосибирске, Улан-Удэ и даже Санкт-Петербурге. Вскоре предприятие собирается выйти на рынок СНГ. Наши котлы горят на угле, на дровах, на брикетах. На дровах горит минимум 12 часов, а на практике уже где-то сутки, полтора, ну, в зависимости от дома и от системы отопления. А на углях уже минимум сутки, а на практике уже до 3 суток. А это еще одно предприятие, здесь же в Капитоновке, производство сэндвич-панелей. В день выпускают до 500 квадратных метров изделий, а в горячий строительный сезон до 1000. Предприятие 5 лет на рынке и в новогодние праздники собираются модернизировать цех. Уже закупили необходимое оборудование. Как резидент территории опережающего развития наше предприятие имеет льготы по налогу на прибыль, землю и имущество, сниженные ставки по страховым взносам и административные преференции. Все это уже сегодня позволяет нам эффективно развиваться и масштабировать проект. 27 компаний в республике стали резидентами ТОР Якутия. И это не предел. Страх открывать свой бизнес, конечно, присутствует у людей, которые не знают, с чего начать. Особенно в условиях кризиса. У территории опережающего развития есть решение для МСП. Это настоящий бизнес-инкубатор. Да-да, не удивляйтесь, именно так можно назвать эти здания. Универсальные производственные помещения для предпринимателей, которые только начинают свой бизнес. Здесь они могут развернуться, окрепнуть, а потом уже взять в аренду землю и начать свое производство в собственных помещениях. Так и поступил Нюргустан Иванов. Свой бизнес по изготовлению СИП-панели он только начинает. И помещение под предприятие в этом здании сейчас ему как никогда кстати. Тем более аренда по сниженной ставке, как резиденту ТОР. Моя компания планирует построить большое производственное помещение на территории опережающего развития. Аренда производственного помещения в УПЗ позволит нам ускоренно набрать коллектив, который уже обучен, создать рабочие места и начать производственную деятельность. Сейчас строительство универсальных производственных зданий завершено. Осталось оформить техническую документацию, ввести его в эксплуатацию в планах уже в этом месяце. Универсальные производственные помещения, максимально приспособленные для открытия самого широкого спектра производств. И, соответственно, на начальной стадии наш резидент может развить свой проект и в течение 3-4 лет, заработав денег, сможет построить собственный завод на земельном участке, который мы ему предоставим также. В середине ноября республику посетил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что со стороны федерального центра якутским ТОРам окажут всестороннюю поддержку по существующим программам развития ДФО. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Торжественная церемония награждения и подведения итогов 15-й республиканской акции «Природа и мы» состоялась в Якутии. Партнерами акции в этом году выступили алмазодобывающая компания «Алроса» и Фонд экологической безопасности Дальнего Востока. Между «Алросой» и фондом был заключен спонсорский договор. Взнос составил 3 600 000 рублей. Акция «Природа и мы» является одной из самых массовых экологических акций в республике. Как сообщил начальник отдела по работе с органами государственной власти «Алроса» Владимир Аргунов, развитие системы экологического образования и просвещения – одно из важнейших направлений работы экологов компании. Успех многих начинаний в сфере охраны окружающей среды связан с расширением знаний об экологических проблемах, вовлечением в экологическое движение активных и неравнодушных людей. Именно по этой причине компания поддерживает деятельность Фонда экологической безопасности Дальнего Востока. Допустим, если у вас есть какая-то экологическая акция, допустим, направленная на благоустройство близлежащего парка или ботанического сада в школе, то, безусловно, компания «Алроса», оценивая
экологическую полезность данной акции вас поддержит. Компания «Алроса» постоянно ведет мониторинг в сфере природоохраны на своих производственных и прилегающих к ним площадках. И на эти цели компания «Алроса» ежегодно направляет более 90 миллионов рублей. Проводит крупные экологические мероприятия, такие как изучение миграции северных оленей путем чипирования, зарыбления рек и озер и многое другое. И на эти цели компания «Алроса» ежегодно направляет порядка 6 миллиардов рублей. Одному из победителей республиканского конкурса «Лучший проект по эко-мониторингу водных объектов» в Верхневилюйскому республиканскому лицее-интернату имени Михаила Алексеева «Алроса» приобрела мобильную экспресс-лабораторию. Воспитанники лицея под руководством учителя химии и биологии Дианы Ивановой при помощи этого оборудования займутся экологическим мониторингом реки Вилюй. Перейдем к эпидобстановке на территории республики. За минувшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске 105, в Мирнинском районе заболели 23 человека, в Нерюнгринском 18, в Хангаласском 12. 11 случаев выявлено в Алданском районе, 10 в Жиганском, 9 в Оленёкском. Еще по 8 заболевших зарегистрировали в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах, 7 в Усть-Алданском, 6 в Ленском. Еще в 14 районах республики выявили от 1 до 4 случаев заболевания. Сегодня отмечается Международный день невролога. В столице республики неврологическое отделение осуществляет госпитализацию пациентов в плановом и экстренном порядке, оказывает специализированную медицинскую помощь. Специалистами отделения накоплен богатый опыт в области диагностики и лечения самых сложных случаев неврологических заболеваний. Неврологическое отделение республиканской больницы – одно из старейших отделений. Оно организовано, образовано в 1943 году, в годы Отечественной войны. Тогда много было очень ветеранов, участников войны, инвалидов. Для их реабилитации в основном было направлено вот открытие нашего отделения. На базе нашего отделения за последние годы 6 врачей, практических неврологов защитили кандидатские диссертации. Изучаются все неврологические заболевания. В Псковском академическом театре драмы имени Пушкина с 26 ноября по 1 декабря проходит Потапов фест – фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. В театральную жизнь одного из самых древних русских городов окунулась Туяра Константинова. Успех любой творческой постановки зависит от 3 факторов – режиссера, актеров и пьесы. Смелый эксперимент в Пушкинском театре драмы стал успешным опытом творческого обмена между школами разных регионов страны. Здесь открыты новым театральным сюжетом и нестандартным режиссерским подходом. Спектакль, я думаю, пойдет на зрителя, потому что вчера на премьере я почувствовал энергию зрительного зала. Вот. Это самое важное. Где бы я ни был, на каких языках бы я ни ставил, все равно. Дух театра, он всегда один. Идея проведения Потапов фест принадлежит худруку Псковского театра драмы, кинорежиссеру, продюсеру Дмитрию Месхиеву. Формат камерного фестиваля не смог охватить все театральные коллективы, с которыми работает якутский режиссер. У Сергея Потапова более 100 театральных постановок в России, Казахстане, Европе и Прибалтике. Хума – это же сохранение традиций, сохранение языка народа. Тут все как-то вкупе все собралось, и мы благодарны Сергею Потапову, что все-таки он собрал вот те мысли, те думы, те проблемы малочисленных народов Севера, которые беспокоят, они выявлены именно в этом спектакле. Наш спектакль, мы его очень любим. И то, что Сергей пришел к нам в театр, поставил этот спектакль, это вообще наше счастье. Снимал этот фильм 2 дня, монтировал 2 года. Сегодня я первый раз смотрела ваш фильм.
И поняла, что там есть такая попытка, знаете, схватить неуловимое. Весь фильм я проплакала. Я все-таки думаю, что люди разных культур, мы должны друг друга понимать, но мы иногда не обязаны друг друга. Даже вот так я хочу сказать. Мы не обязаны друг друга понимать. Мы очень разные. И в этой разности и наша сила, как бы, да. И вот как это открывать? Я была счастлива, что я этот фильм поняла. Совсем скоро национальные театры России планируют объединиться в ассоциацию. Известно, что учредительный съезд театрального содружества пройдет в июне следующего года в Якутске. Чем больше разных творческих сил приходит в театр, чем больше приходит приглашенных режиссеров, разных режиссеров, тем театр становится сильнее, тем театр становится интереснее, тем больше каких-то умений и мастерства возникает у труппы. Творческая лаборатория, задуманная организаторами фестиваля, состоялась. Между тем, постановки Сергея Потапова будут иметь долгую прокатную жизнь. А фестиваль, названный его именем, станет еще одним звеном для создания первого в России театра этнопарка. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Псков. А в Якутске сегодня стартовал первый республиканский кинофестиваль короткометражного фильма «Республика кино». Всего на участие в конкурсной программе фестиваля было направлено 110 заявок, из них отобрали 16 лучших фильмов. Сам фестиваль завершится 4 декабря, тогда станут известны имя лучшего режиссера и название лучшего фильма. Оценивают работу участников, помимо местных мастеров якутского кинопроизводства, и приглашенные эксперты из Москвы, Кыргызстана и Казахстана. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Фестиваль «Республика кино» в этом году проходит впервые. По словам организаторов проекта, это самый крупный фестиваль короткого метра в регионе. Участие в нем смогли принять все желающие, от именитых режиссеров до начинающих. Именно «Республика кино» станет стартом карьеры для многих из них. Короткий метр, он всегда привлекает новые имена из разных сфер, и многие режиссеры по традиции сначала снимают короткий метр и затем уже переходят к большим формам. Да, это помогает им понять идею, понять свой стиль. Победители фестиваля получат денежный приз 50 и 100 тысяч для лучшего фильма и лучшего режиссера. Сумма практически символическая для тех, кто создает кино. Однако самой важной наградой для киноделов станет поддержка компании «Саха-Фильм». Мы все знаем, что якутское кино сейчас в таком взлете находится, да, очень сильно развивается. И, конечно, есть желание, чтобы это развитие продолжалось дальше, не замолкало, да. И с целью именно поиска поддержки новых имен мы организовали в рамках нашей кинокомпании при поддержке Министерства культуры свой фестиваль. Конечно, интерес он и есть, и был, и, надеюсь, будет, потому что как раз-таки благодаря зрителям якутским состоялся феномен якутского кино. Тем не менее, о якутском кино заговорили еще до громогласной победы на фестивале «Кинотавр» с фильмом «Пугало» Дмитрия Давыдова. И не в России, а за рубежом делится рассуждениями Георгий Москвитин, известный кинокритик. Он выступил одним из членов жюри и экспертов фестиваля. Впервые я увидел якутский фильм «Костер на ветру» только в 2017 году. И это было на фестивале в Омске, который называется «Движение». Но при этом еще раньше, в 2016 году, я видел якутские фильмы на кинофестивале в Торонто, например. А в Берлине в 2018 году были якутские фильмы. А в Пусане в 2017. То есть мировое признание пришло раньше. Кино, которое не нуждается в каком-то одобрении извне, в какой-то характеризации извне, в каком-то объяснении своего успеха извне. И это на самом деле нужно беречь. Признание же собственных картин к участникам фестиваля «Республика кино» придет уже 4 декабря. Именно тогда пройдут решающие показы короткометражек и станут известны имена победителей конкурса. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. В Якутии зажгли огни на главной новогодней елке республики в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». В праздничной церемонии принял участие якутский властелин холода Чисхан. Якутяне и жители других регионов России наблюдали за церемонией онлайн. Трансляцию вели наши телеканалы НВК «Саха» и «Якутия-24», а также соцсети. Огни на главной новогодней елке республики вместе с Чисханом зажег глава региона Айсен Николаев. Кроме того, якутян с наступлением зимы поздравил Дед Мороз из своей резиденции в Великом Устюге. Зрители трансляции увидели, как одновременно загораются огни на елках в разных городах и районах Якутии.
Сегодня зажглась главная елка нашей республики, и вместе с ней елки зажглись по всех районах нашей необъятной, огромной Якутии. Я от всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем желаю мира, счастья и, конечно, очень важно, здоровья. Эстафету приняла и столица Южной Якутии. В Нерюнгри также зажгли огни на главной новогодней елке в центре города. Праздничную церемонию предновогоднего мероприятия в столице Южной Якутии открыла девочка Маша со сказочными персонажами – снеговиками. Когда на нашей главной елке зажгутся огни, и тогда настроение будет у всех новогоднее, и веселее пройдет подготовка к Новому году. Ура! Несмотря на морозный день и ветер, нерюнгринцы, как и всегда, пришли на праздник целыми семьями. Сегодня классный день, он хорошо дает настроение новогоднее, поэтому всем нерюнгринцам хорошего настроения. Мы пришли с родственниками и да просто так, чтобы повеселиться. Я пришла со своим парнем и со своей одногруппницей, чтобы провести хороший день и посмотреть елку. Мы пришли своей семьей ради елочки, ради зажжения елки. Мы ждали этот день. Традиционно поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом пришли Чисхан и Харчана и Деды Морозы со своими внучками-снегурочками со всех поселений района. Под общее одобрение зажглась главная елка района и сверкающие арт-объекты. Нерюнгринцы водили хоровод, участвовали в развлекательной программе и играх. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Также в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» открылась необычная выставка «Бал кукол Снежной долины». В экспозиции представлены авторские куклы ручной работы. Более 50 мастеров со всей республики представили свой мир кукол. На выставке побывала Марферина Алексеева. Более 200 самых разнообразных кукол. Это и персонажи эпоса Олонхо, и существа из легенд и мифов, и звери, и новогодние персонажи, и утонченные балерины. Агафья Колесова создает куклы из самозастывающего пластика. Муж мастерицы ювелир. Специально для ее якутской красавицы он сделал настоящее национальное серебряное украшение в миниатюре. Уйкыга – это персонаж из сказки «Лунная девушка», из якутской сказки. Она живет на Луне, хозяйка Луны. Реборн – тренд, пришедший из США. Исполнены малыши из винила. Реалистичность кукол никого не оставляет равнодушным. Еще один эксклюзив на выставке – это точная копия шерстяного нижнего белья якутской женщины эпохи 17 века. В моей кукле отображено период 17 века. Оно из археологических раскопков, нарисованные художником Михаилом Носовым тоже было. И, конечно же, девушка всегда, хоть одевала шерстяную одежду, шерсти, да, она всегда ее украшала бисером, своими народными орнаментами. И всегда была красиво. Также Айталина представила оберег удачи в виде персонажа из национальных легенд. Раньше ее передавали невестке, делали такой оберег из носа лисицы, чтобы замужняя жизнь у нее была удачной. В легендах говорится о том, что когда охотник охотится на лисицу, он приносит ее, завернув в мешок, чтобы не показывать духу огня. Как оказалось, мастерят куклы не только женщины. На выставке немало работ, представленных мужчинами. К примеру, это новогодняя экспозиция. Для ее создания Владимиру Левину потребовались месяц труда и драгоценные материалы. Это создание новогодней коллекции, где-то месяц. Это потому, что очень сложная работа. Мне нравится с пластилина лепить всякие разные изделия. У меня не только эта кукла, еще и чарованы делаю в национальном виде. Очень много работ. Сейчас хочу открыть свой мастерской. Имеются и игрушки из войлока. Валяние из шерсти – это древнейшая техника изготовления текстиля на земле. В целом же полюбоваться на этих причудливых, милых, изысканных, а порой немного пугающих кукол можно в Центре прикладного искусства «Симех». Экспозиция будет работать до середины января следующего года. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск.
4 воспитанников детского дома «Берегиня» получат новогодние подарки от главы республики. Айсан Николаев дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка добра». Так он снял с елки открытку с новогодними желаниями воспитанников детского дома и передал подарки Семену, Данилу, Максиму Пилютикам и их сестренке Майе. Айсан Николаев призвал жителей республики поддержать благотворительную акцию. За годы проведения «Елки добра» якутяне исполнили желания многих воспитанников детских домов и коррекционных школ. К акции может присоединиться любой желающий, выбрав открытку с именем ребенка, приобрести для него новогодний подарок. «Елки добра» уже установлены в магазинах «Бубль-Гум», «Хозмаркет» и «Дочки-сыночки». Также елка с открытками находится в кинотеатре «Центральный». Медведица Харчана, родившаяся в паре Колыманы и Ломоносова, в якутском зоопарке Арту-Дайду празднует 5-летие. Работники Санкт-Петербургского зоопарка поздравили белую медведицу. Ей с особой любовью подготовили праздничные угощения. Напомню, Харчана родилась в 2016 году. Впервые она вышла из берлоги 24 марта 2017 года. Долгожданное событие привело якутян в восторг. В том же году Харчану перевезли в Ленинградский зоопарк к ее бабушке Усладе, где она и проживает сейчас. 5-летняя медведица любит купаться в бассейне, баловаться с игрушками, лакомиться угощениями, а также общаться с сотрудниками и гостями Ленинградского зоопарка. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи в эфире.